Как условия? Все хорошо. 30 новых залов заседаний, архив на 300 тысяч дел и система электронной архивации. Это новое здание Советского районного суда Казани. Его построили всего за год. Теперь вместо коридоров жилого дома и бывшего детского садика отдельный пятиэтажный дом. Вот как надо все-таки организовывать работу судейского сообщества. Поставив в пример новое здание, Рустам Минниханов передает слово председателю Верховного суда Республики. Уже который год подряд он начинает свое выступление с того, что нагрузка на судей растет. В отличие от прошлых лет, показатели увеличились по всем видам судопроизводства. В уголовном и гражданском на 5%, в административном на 35%, по делам об административных правонарушениях на 63%. Служебная нагрузка районных судей достигла максимума и составила 108 дел и материалов в месяц. В 2020-м в 10 раз выросло количество административных дел в районных судах. Это связано с пандемией. В общей сложности по ковидным правонарушениям взыскано штрафов на 214 миллионов рублей. В этом году впервые с 2016 года в республике был вынесен пожизненный приговор. Его получил Айнур Харисов, который жестоко убил свою жену, двухлетнего ребенка и пасынка. Эта история из Менделеевска в декабре 2019 года прогремела на всю страну. Мужчина из-за ревности зарезал свою семью. Спасся только 12-летний сын убийцы. Мальчик успел выпрыгнуть через окно. Он добежал до ближайшей пекарни. Обвиняемый получил максимальное наказание. Верховным судом одному лицу было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение с особой жестокостью убийства 3 лиц, один из которых малолетний ребенок, и покушение на убийство несовершеннолетнего лица. Дело рассматривал руководитель уголовной коллегии Максим Владимирович Беляев. Тенденции прошлого года: условно осудили 32%, лишили свободы 29%, обязательные работы получили 17% осужденных. Дел с наказанием принудительной работы увеличились почти в 4 раза. Каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Российские суды в непростой год избрали для себя программу «Максимум», отмечал Владимир Путин на встрече с судьями в начале февраля. Несмотря на высокую нагрузку, качество правосудия в республике остается на высоком уровне, подчеркнул сегодня председатель 6-го Кассационного суда Александр Ефанов. Однако есть моменты, где можно подтянуться. При проверке избрания мер заключения под стражу будьте добры, выполняйте требования закона и постановления пленума. Мотивируйте, чтобы это не было просто переписывать постановление следователя. Среди задач на текущий год – качественное взаимодействие звеньев судебной системы и использование новых стандартов в работе. 2020 показал, что судебная система может оперативно реагировать на серьезные вызовы, подытожил президент. Падение платежеспособности населения вызвало рост количества дел по взысканию с граждан кредитной задолженности. При таких обстоятельствах стоит отметить гуманный и социально ориентированный подход судов к рассмотрению этих дел. Размер неустойки снижался до минимального уровня. Рустам Минниханов отметил, чтобы поддержать судебную систему в республике, в ближайшие 3 года капитально отремонтируют 10 зданий мировых судей. Уже увеличен штат аппарата мировых судей. Салават Нухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.